Измерять артериальное давление предпочтительно механическим тонометром, так как он дает максимально точные цифры. Не просто измерить давление, а научить это делать правильно. Главное условие – спокойная обстановка и никакого лишнего шума, который может исказить цифры или помешать четко слышать удары. Научиться работать с тонометром хотят многие, среди них и Мухаммад Али Аздоев. В будущем парень планирует поступать на медицинский факультет. Для меня не было проблемы насчет этого артериального давления, потому что у меня мама врач, и я видел, как она это делала, и я просто запомнил это и повторил. Было несложно. Измеряет артериальное давление в сидячем положении. Ноги должны быть расслабленными, рука свободна от одежды. Необходимо правильно накладывать манжету. Для этого нужно пальцами определить пульсацию плечевой артерии на уровне середины плеча. Где у нее рука сгибается, это есть ее локтевая лямка. Вот она. Вот сейчас он располагается на 2 сантиметра выше. Если ты расположишь его ниже, просто-напросто ничего не услышишь. У тебя не будет места поставить фонендоскоп. Спинную головку фонендоскопа. Инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, инсульт, нарушение зрения. Высокое артериальное давление может подкрасться незаметно. Если вовремя не начать лечение, болезнь будет только прогрессировать, постепенно сказываясь на работе сердца. Впрочем, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями ведется активно и неустанно. Одним из таких мероприятий является наша сегодняшняя акция, которая состоит из мастер-класса по измерению артериального давления и лекции о том, что такое артериальная гипертензия. Этот навык будет полезен, в частности, для тех ребят, которые хотят себя связать с медициной, а в целом и для всех, потому что у каждого из нас есть пожилые и взрослые люди, у которых есть высокий риск заболеть артериальной гипертензией. Чтобы предотвратить развитие артериальной гипертонии, стоит задуматься о ее причинах. Несбалансированное питание, сахарный диабет, лишний вес, малоподвижный образ жизни или даже стресс. Для профилактики болезни первым делом стоит отказаться от вредных привычек. Научат этим и многим другим правилам школьников в Центре медицинской профилактики. На базе нашего центра есть центр волонтерства, волонтеров в здравоохранении. Это волонтерство полезно для тех ребят, которые хотят поступать в медицинские вузы, потому что за счет этих часов, которые они будут набирать, мы выдаем им справки, и вуз им начисляет за эти справки баллы из-за того, что они были волонтерами. Это не первая акция, которую проводит Республиканский центр медицинской профилактики, и не последняя. Врачи уверены, после таких мероприятий люди больше времени будут уделять своему здоровью. В общем, измерять давление нужно не только людям пожилого возраста, но и корреспондентам после тяжелого выезда. Ваше давление 110/70. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.